Вы слушаете подкаст проекта Эйда онлайн «Татарский для продолжающих». Урок 3. 647 лайк. Татарша нишек була. Киттек. Числа нам нужны каждый день. Это может быть номер дома, телефона, количество просмотров наших сториз в Инстаграм, лайков и многое другое. Как произносить большие числа на татарском? Наконец-то пришло время научиться и правильно применять свои знания на практике. Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Считать от 1 до 1000 мы с вами уже научились. Если не помните, повторите наш курс «Татарский для начинающих» проекта Эйда онлайн. Сегодня же мы изучим более сложные числа. Тохирның машина номера 801. Номер машины Тагира 801. Минем фото 66 лайк жиған. Мое фото набрало 66 лайков. Бу видеоны 322 мең кеше караган. Это видео посмотрели 322 тысячи человек. Для того, чтобы ответить на вопрос «Синең адресың нинди», без чисел никак не обойтись. Как мы говорим свой адрес? Город, улицу, номер дома, номер квартиры. Например, Минем адресым Qozan шәһәре, Тукай урамы, 4-нче йорт, 89-нче фатир. Как попросить 10 тысяч рублей в долг на татарском? Хәсән, миңа бурычка 10 мең сум биреп торчы. Кстати, не обязательно говорить бурычка. Например, Айгуль хочет выпить кофе из машины, но ей не хватает денег. Вот она и просит из своего друга: Рустем, миңа 50 сум бирче. Рустем, дай мне 50 рублей. И вот варианты ответов. Бирәм, әлбәттә. Кстати, про щедрых людей без задних мыслей татары говорят: «Эй, штансыз инде ул». Дословный перевод: без штанов. Хәзер бирәм, сейчас дам. Мә, держи. Миндә юк, у меня нет. Миндә 50 сум юк шул, 100 һәм 500 сумлыклар гына. У меня нет 50 рублей, есть только купюры по 100 и 500. Послушайте диалог. Уәлейсәләм, ничек хәлләр? Күптән күрешмәгән, тормышлар ничек? Сәлам, Хәния, бер килеш, үзең ничек? Яхшы, бездә бер килеш, менә фатирда ремонт ясыйбыз. Дустым, перфоратор кирәк иде. Синдә юкмы? Биреп торчы. Ремонт шәп инде ул. Бар, бирәм әлбәттә. Син кайда яшисең әле? Осиновадамы? Әйе, Осиновада. Гайсин урамы 6-нчы йорт, 125-нче фатир. Ә сезнең адресыгыз нинди? Безнең Гайсин урамы 9-нчы йорт, 77-нче фатир. О, без күршеләр икән. Хәзер килеп китәм алайса. Әйдә. Как сказать, когда у нас день рождения? Порядковые числительные в татарском языке образуются путем добавления аффиксов «нище», «нище». Вспомним, как мы говорили про свой день рождения. Минем туган көнем 26 апрель. Софияның туган көне 8 гыйнвар. Беренче iPhone 2007 елның 9 гыйнварында шыққан. Минем туган елым 1994. А сейчас слушаем следующий диалог и проверим свои знания на понимание чисел. Осия, сәлем. Сиңа рузаны шалтыраттымы? Сәлем, юк, нигә алай? Әйдәк сәяхәткә, Кырымга арзан турларды рузаны. Ничә сум? 7 көнгә 49 мең. О, кыйммәт икән. Минем бит ипотека бар. Фатир сатып алдыңмы ни? Әйе, 10,6% белән ипотека алдым. Ничә елга? Күп. Ничә инде ул? 20. О, ярар, әйбәт булган, котлыйм. Рәхмәт. Числа в часах и минутах.
Человек, который умеет считать на татарском языке от 1 до 60, сможет с легкостью ориентироваться во времени без ошибок. Давайте еще раз вспомним, как мы отвечаем на вопрос «сәғат» Йорта – половина. Время 7:30. Сәғат 8 йорта. Выражение как 3 минуты второго, конструкция «нші» плюс минут. Например, 3 минуты второго будет «икенші 3 минут». Сәғат кешкі 10 20 минут. Время 21:20. Время 14:45 будет сәғат 3 туларға 45 минут. Время без каких-либо минут, час, то употребляем слово туларға. Сәғат 3 туларға 45 минут. Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Запомнить татарские цифры легко, главное практиковаться. Читаем газеты, статьи со статистическими данными. А если вы любитель фразеологизмов, то можете посмотреть и прочитать наш урок Эйда онлайн, где представлены идиомы татарского языка с цифрами. Таким образом, запоминать числа будет весело и просто. Сіз білесізме, Қытайда 4 санын яратмыйлар. 4 саны улемны аңлата. В Китае не любят цифру 4. Цифра 4 означает смерть. Французлар 13 санын яратмый. Французы не любят цифру 13. Там даже нет домов с номером 13, а французские авиакомпании исключили число 13 из нумерации рядов кресел в салоне. И сразу после 12 ряда идет 14. Японнар 9 санын яратмый. Японцы не любят цифру 9. Число 9 по-японски звучит так же, как боль, поэтому в больнице, к примеру, обычно нет 9 этажа. На этом наш урок подошел к концу. Надеемся, что он вам понравился и полученные знания будут полезными. Это был специальный подкаст проекта Эйда онлайн «Татарский для продолжающих». Мы есть во всех соцсетях – ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм и в Телеграме. Найдете нас легко. Эйда онлайн. Изучаем татарский. Сау булығыз!